40 человек утонули в Башкортостане за последнюю неделю. Большинство несчастных случаев произошли в выходные. Это данные Госкомитета Республики Башкортостан по чрезвычайным ситуациям. Обсудим обстановку вместе с заслуженным спасателем Российской Федерации, начальником аварийно-спасательной службы Госкомитета по ЧС Владимиром Тимашевым. Владимир Викторович, здравствуйте. Добрый день. Вот такая печальная статистика: 40 человек за неделю. Как вы можете объяснить, почему это произошло? Такая ситуация, она, в общем-то, прогнозировалась, мы ее ожидали, что в связи с пандемией, с закрытием границ, что у нас будет очень много людей на водных объектах. Мы, конечно, принимали все меры, но не ожидали таких масштабах. Нужно сказать, что у нас количество отдыхающих на наших водоемах увеличилось более чем в 3 раза. Такая картина не только в нашем субъекте, и в соседних субъектах тоже есть. И поэтому принимались все возможные меры для того, чтобы вот эту вспышку гибели людей погасить. А причины гибели, они очевидны и те же самые, только в других масштабах. Еще раз Давайте повторюсь. обсудим отдельно по взрослым. Да? Алкоголь является причиной несчастного случая? За неделю у нас погибло 35 человек взрослых. Из них 27 человек находились в нетрезвом состоянии. Это наряду с купанием в необорудованных и не предназначенных для этого местах, это одна из основных причин. Почти 80% людей, которые утонули, находились в состоянии алкогольного опьянения. Как это происходит? Почему человек, употребивший алкогольные напитки, погибает в воде? Здесь 2 причины, на мой взгляд. Первая причина – это некая эйфория от употребления спиртного. Некое такое состояние, когда человек думает, что он на самом деле намного сильнее, намного отважнее, чем он есть на самом деле. Не рассчитывая свои силы. У нас за прошедшие выходные 16 человек было спасено из воды. Это людей, которые не рассчитали свои силы и начинали тонуть или просить о помощи. Но это на санкционированных пляжах вам удалось спасти? Нет, службе? Это во время проведения наших рейдов по водным объектам. Да. Я начал об этом говорить. Рейды проводятся и спасателями, и сотрудниками Госкомитета, местными администрациями. То есть к этой работе больше 5000 человек сейчас привлечено, и волонтеры в том числе. То есть во время этой работы было спасено именно из воды 16 человек. Многим людям была оказана помощь, которых относила на матрасах, на неисправных аварийных надувных плавательных средствах на течение, и также их буксировали на берег. И вторая причина, это, если первая такая психологическая, наверное, вторая это физиологическая причина. Человек, употребивший спиртные напитки, у него, тем более разогретый на солнце, когда он входит в воду, у него происходит резкий спазм сосудов, и люди, условно говоря, падают в обморок, теряют сознание в воде. Также люди с хроническими заболеваниями могут также потерять сознание, у них может наступить сердечный приступ на фоне резкого контраста температуры, и также они гибнут в наших водоемах. Владимир Викторович, что происходит на диких пляжах и на тех, где дежурят спасатели, на санкционированных пляжах? Ситуация кардинально разная. На пляжах, которые для этого оборудованы, подготовлены, там дежурят спасатели, и у нас за этот год, за предыдущие годы случаев гибели людей на таких пляжах не допущено. Что касается формулировки «дикие пляжи», то это практически многокилометровые береговые линии вокруг всех наших водоемов, которые есть в республике. Люди в выходные выезжают, каждое свободное место занято, и люди везде пытаются купаться. И, конечно, мы можем здесь людей только призывать соблюдать безопасность. Мы можем оказать помощь терпящим бедствия, которые в это время, во время нашего рейда оказались в такой ситуации. В других случаях мы такую помощь оказать не можем. И понятно, что при таком наличии людей какие-то меры, кроме профилактических и таких выборочных, спасательных, наверное, принять невозможно. Мы с вами обсудили ситуацию со взрослыми людьми, а как чаще всего, к сожалению, погибают дети? За прошедшую неделю 5 детей на самом деле у нас погибло на водных объектах. И первая причина – это, конечно, недосмотр взрослых. Нужно сказать взрослым, нужно сказать детям, что купаться на водоеме, оборудованный это пляж, не оборудованный пляж, знакомое вам место или нет,
можно только под пристальным присмотром и с разрешения взрослых. У нас вот так происходит, что дети, допустим, в деревне катаются на велосипедах, там небольшая группа, потом едут к водоему, там прогуливаются или купаться начинают, и взрослых рядом нет. И единственное, что дети могут сделать, только сообщить взрослым, что их товарищ утонул или тонет. Поэтому взрослым первое, вот это, наверное, даже требование. Если вы с детьми поехали на берег отдыхать, не увлекайтесь шашлыками, салатами, подготовкой к пиршеству, употреблением. Не забывайте, что с вами дети, каждую секунду нужно об этом помнить. Потому что ребенок буквально на секунду потеряете его из виду, и вы можете потерять его совсем и навсегда. Какие еще советы по соблюдению мер безопасности вы можете еще дать? Самый безопасный отдых на воде какой? Самый безопасный отдых на воде на берегу. Вот по моему мнению. Ну, конечно, самый безопасный отдых на воде — это на специально оборудованных и подготовленных пляжах. На сайте Госкомитета Республики по чрезвычайным ситуациям все эти пляжи, они обозначены, вновь открытые в том числе пляжи. Конечно, все понимаем, мы все понимаем, и администрация муниципальных районов понимает, что мест вот именно подготовленных для отдыха, их явно недостаточно. И работа в этом направлении ведется. В этом году открыты были новые пляжи. Вот могу как пример привести Нуримановский район, около села Красная Горка. Было такое традиционное место несанкционированного отдыха, дикий пляж. В этом году администрация его подготовила, поставили там грядки, территорию огородили, наши водолазы почистили там дно, то есть подготовили, чтобы люди могли там отдыхать безопасно. Ну, следующий совет. Обращайте внимание, пожалуйста, на то, какие знаки установлены на берегу. Знаки эти могут быть двух видов. Один знак, он говорит просто вам о том, что здесь купание опасно. И вторые есть знаки, которые прямо предупреждают о том, что купание в данном месте запрещено. Такие знаки, как правило, устанавливаются не просто так, не для того, чтобы просто пришли и вас за это оштрафовали. Эти знаки устанавливаются в целях безопасности людей. Допустим, купание запрещено на расстоянии ближе 200 метров от плотин, гидротехнических сооружений, мостов. У нас, к сожалению, вот здесь прямо в Уфе под автомобильным мостом люди купаются. Но этот запрет не просто так введен, там другие характеристики течения, там другие характеристики дна. Если вы пришли на берег водоема и все-таки считаете, что это безопасное место, в первую очередь, конечно, должен зайти взрослый человек в воду. И зайти не сразу туда с разбегу плюхнуться, нужно адаптироваться к воде, нужно исследовать, но, к сожалению, бывает так, что такие так называемые плавуны, то есть дно может под водой сместиться. И у нас много таких мест, где добывали, допустим, песчано-гравийную смесь, там могут быть ямы. То есть нужно обследовать это место, убедиться, что оно на самом деле безопасно. Не нужно испытывать свои силы, наспор переплывать реки, озера. Это очень рискованно, и вы, к сожалению, можете не вернуться с другого берега или с середины этого же водоема. Вот я как пример могу рассказать, такой, ну, он не анекдотический случай. Два парня переплывали наспор, и один из них утонул. Второй пошел по берегу возвращаться, потом увидел, когда наши водолазы подъезжают к тому месту, чтобы извлечь погибшего, он поплыл к ним и тоже чуть было не утонул. То есть вот это неадекватное поведение абсолютно людей на водоемах. Не нужно забывать никогда, что водоем — это все-таки не наша среда, это всегда потенциальная опасность для людей. Скажите, пожалуйста, какие наказания для тех, кто отдыхает на диких пляжах? Ну, существует две статьи Административного кодекса Республики Башкортостан, которые прямо указывают на то, что гражданину могут быть применены административные санкции в виде штрафа от 3000 до 4 и второй штраф от 3 до 5000 рублей. Это купание в состоянии алкогольного опьянения, если это не влечет другого штрафа, как употребление спиртных напитков в общественном месте. Да? И второй штраф — это купание в запрещенных местах, где прямо запрещено купаться. Вот это две санкции административного кодекса. И я должен сказать, что эти санкции, они будут применяться. Работают активно административные комиссии муниципальных образований, органы внутренних дел, потому что это нужно останавливать. Я говорю, вот эта вспышка, у нас количество погибших за прошедшую неделю по сравнению
с прошлым годом, прошедшей недели прошлого года, она почти в 2 раза количество погибших. Спасибо вам большое, Владимир Викторович, за ваши советы и рекомендации, как отдыхать правильно на водоемах и, самое главное, безопасно. Спасибо вам. Нашим гостем в программе «Интервью» в эфире Башкирского спутникового телевидения был заслуженный спасатель Российской Федерации, начальник аварийно-спасательной службы Госкомитета Башкортостана по чрезвычайным ситуациям Владимир Тимашев. И мы говорили о безопасности на водоемах. Берегите себя.